Российские врачи и диетологи составили рейтинг напитков, которые лучше всего утоляют жажду в зное. Помимо зеленого чая, лимонада, морса и обычной воды в топ-5 попал айран. Этот кисломолочный напиток прекрасен тем, что не только утоляет жажду, но даже голод. Секреты приготовления у горцев узнала моя коллега из Кабардино-Балкарии Марина Сасикова. В Верхней Балкарии айран готовят ежедневно. Все, что нужно – молоко и закваска. С этим проблем нет. Корова есть в каждом подворье, а рецепт простой. Знают все хозяйки. На 5-литровую кастрюлю я беру вот такую ложку айрана, ложу в айран, перемешиваю. Фатима добавляет в напиток нарзан. Так он получается не таким густым и отлично утоляет жажду. В знойный день мужчины берут айран в горы на покос. Мы айран готовим из айрана. Вот у нас часто спрашивают, что делать, если у нас не оказалось айрана. Такого не может быть, чтобы в балкарской семье не оказалось айрана. Харун Байсиев готовит айран с перцем и медом. Говорит, хорошо помогает во время простуды. Знает мужчина и еще десяток рецептов. Ну вот, жгурт айран. Это самый густой айран. А тут молоко надо кипятить часами. Там 3, 4, 5 часов. Вода уходит на пары. Молоко становится густым. И когда уже добавляют закваску, и на следующий день вот получается вот такой густой айран. Гурманы добавляют в айран черничное, малиновое или брусничное варенье. На вкус как йогурт. В старину бутыли с молочным напитком закапывали в землю. Так айран мог храниться месяцами. Вот у меня есть айран 11-летней выдержки. За прошлом году открыли одну бутылку. Хранится долго, не портится. При этом отравиться нету вариантов каких-то. Кстати, если человек отравился чем-либо, если он выпьет сразу кружку айрана, ну там пол-литра, да, ну, проблем не будет у этого человека. Айран для балкарцев – первый продукт после хлеба. Он повышает иммунитет, придает сил. Если пить его часто, зубы будут крепче, а цвет лица ровным. Марина Сасикова, Евгений Шагенов и Дмитрий Демьяненко. Мир 24.